окошки, пароходы полчаса. Моне огнами тонкелти, камнур гундытыса. Жизнь – жизненная штука, жизненная. У кого как она получается. Не у всех получается. Но я умудрился участвовать в жизни со своей профессией. Я до конца. Так. Все. На моих вот без Женя пяти не подходит. подходит. На моих без пяти подходит. У меня на другую ногу получается все. Два, четыре. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Там нормально уже получится. Вечность культуры у всех народов – это одна деталь, это красота, стремление к красоте. Красота, она не делится на удмуртское, на русское, на татарское, на французское, она одна. Эту красоту надо просто знать. И без вот этого любви к народу своему ты не откроешь красоты никакой. Будет или шлягер появляется так очередной, или же какая-то, знаете, сомнительное произведение, которое не удмуртское, не татарское, не русское. Почему рядом стали? Это что такое делать? Ну, встаньте по росту от нее. Иди, Оля. Я так понимаю, что от матери мне досталось видение жизни, непростое видение жизни во всех его красках обязательно. А от отца какая-то удаль, понимаете, вот эта сила, желание что-то строить. Отец был блондинчик с кудрявыми волосами, такой красивый мужчина, а мать с черными волосами. Отец такой ворчал, что вот все не пошли в меня сыновья, мы все черные. Вот черный род победил и тому подобное. Так, кстати, мать он все укорял что-то. Да мы действительно все черные, а он был один у нас белый. Я первый, самый старший.
Вот, он, значит, после меня, у нас разница в возрасте ровно 1 год и 9 месяцев. Я как старший пытался что-то, если старшинство свое показать, да, он активно сопротивлялся этому всегда. Вот, у нас доходило до стычек, вот, до драк доходило с ним. Вот, он не признавал мое старшинство. Такой характер, с детства такой характер был у него. Ему было определено, значит, нами, скажем так, в семье, идти в коммунально-строительный техникум тут был. Сейчас это, по-моему, монтажный называется. Вот. Потому что, значит, ну где-то надо работать. Вот. Он туда пошел, сдал документы, но он не прошел по конкурсу. Да, в общем, ну, 2 получил на экзамен. Вот. Его не приняли. И вот он, как он сам рассказывал, он взял документы, пошел, значит, куда деваться? Домой надо ехать. А дома отец ему предупредил: не пойдешь, не попадешь, пастухом пойдешь работать. Вот он рассказал. Я, говорит, шел по Советской улице, там на Максима Горького был этот техникум. Вот, по Советской шел и глядел во все стороны, конечно. Грустно человеку. Вот, и увидел, значит, надпись «Музыкальное училище». Вот. Понимал ли он что-то такое, я не знаю. Вот. Видимо, понимал. Он зашел туда. Вот. Так он попал в музыкальное училище. Кем он будет, что он будет, никто не думал, он и сам не думал. Будет работать каким-то там дирижером хора. Это у него специальность такая была. Что такое дирижер хора? Я, например, вообще не представлял. Вот. Ну, вот. Он, наверное, и сам это, когда поступал, не представлял, что это такое. Итак, у нас в гостях художественный руководитель ансамбля «Италмас» Анатолий Мамонтов. Доброе утро, Анатолий. Доброе утро. Извините, немножко чаю разлила, но это действительно от чувств. Как переводится «Италмас»? Италмас – это имя девушки, которая в силу обстоятельств ушла от народа и оставила свое имя и в себе оставила в виде цветка. Желтого. Легенда, да? Легенда, да. Ой, какой Весной легендарный у вас появляется цветок, своему народу приходит. Это как раз весенние праздники, и вот так мы назвали. Там ваши ребята уж нас заждались. Да. Пойдемте к ним. Выступали в Москве очень часто. И телевидение начало показывать их. Ну и тем более гастроли. Мы во всех республиках того времени мы бывали неоднократно. Я свой маршрут так делю: Калининград, Владивосток, Мурманск, Ереван. В 1961 году я уехал на гастроли с ансамблем в Сочи. Мы там дали концерт. По-моему, это было даже в пределах 8 марта, где-то вот в эти праздники. И вот после концерта ко мне подходит мужчина, очень такой красивый, видимо, образованный, и задает такой вопрос: почему у вас глаза круглые? Я говорю: а какие должны быть? У вас глаза должны быть узкие. Я говорю: почему? Потому что вы чукчи. Танец колокольчиками. Я с этим танцем объездил весь мир. И в Канаде, и в Америке, и в Японии, и везде. И везде одинаковая была встреча. Они потому что многоголосные, и все на колоколах. Каждый колокольчик настроен на свою ноту одну только. И вот когда коллектив начинает петь, весь зал реагирует.
очень сильно реагирует. Запомнились мне два момента. Мы работаем в Японии, в Токио, и вдруг на середине танца колокольчиками начали бегать по сцене два японца. Они небольшого роста, так сказать, но шуруют, извините за слово. Я спрашиваю переводчик, в чем дело? Анатолий Васильевич говорит, они ищут фонограмму. Они не верят, что колокольчики настоящие. Японцы в тому времени, видимо, вот, не могли даже представить, что можно из 16 колокольчиков такие мелодии создать. Странно, но это в Берлине тоже случилось. Понимаете, и тоже ходит по сцене. Но я догадался, я говорю, нет, не ищите. В 80-х годах, что в ансамбль Little Mass попасть и говорить, что ты в ансамбле Little Mass работаешь, это да как, вот так, все удивлялись. Это ведь такой коллектив. Ну, это сравнимо, знаете, что я сюда попал, это как Пятницкий хор в свое время, или там Воронежский хор. Очень много хороших людей в ансамбле работало. Владимир Иванович Валуйкин, такой толстенький, плотненький, приехал с Западной Украины. Представляете? Да у нас в ансамбле была вся география, наверное, Советского Союза. И Анатолий Васильевич дисциплину держал, как говорится, в руках. Мы и подчинялись, и до сих пор боимся его. Ну, как боимся. Если Анатолий Васильевич даже на репетиции вызывает, чтобы что-нибудь спеть, уже мандраж начинается. Это уже, понимаете. А и чтобы на сцене, чтобы ты облажался, извините, он увидит, всегда записывал, и в конце, чтобы тебе попало, это уже перед коллективом тебя опозорили, это уже некрасиво. И старались уже все это делать, и получалось уже вот так. Он не должен быть, худрук, он должен быть диктатором. Но когда начинается, вот, когда начинают руководить очень много людей, когда нет этого диктата, мы не привыкли к демократии, скажем так. Мы все, особенно артисты, мы все же великие, мы все талантливые, мы все любим говорить, все подсказывать. И начинается, не скажу, что бардак, но не то. Должна быть диктатура. Ну да, мы, конечно, говорили, мы же рабы, мы не мы рабы, шутили. Но вот это как раз говорит про то, что был диктат. В любом случае останется для меня, он останется единственным художественным руководителем. Как бы не было обидно молодым, которые придут после него, это не обидно, я уже с высоты своих лет, можно сказать, я к ним отнесусь уже не так, как к Анатолию Васильевичу. Это будет художественный руководитель, но другого плана, другой человек. А Мамонтов останется на всю жизнь единственным художественным руководителем. Кене учата шула. Ее не стало, и песни эти тоже уже не пошли так, как надо. Нет, не хватает. Не хватает. Но мне ведь тоже много лет.
Как она ушла в этой жизни, как-то он потерялся тут немножко. Это очень повлияло. Он сейчас только начал осознавать, что с ним произошло. И сколько я помню, они всегда были всю жизнь вместе. Всю жизнь. Где бы я их не видела, и на концертах, и дома, и в гостях, где-то куда-то идти, вот так просто всегда были вместе. Это был и творческий, и семейный союз. Красивый. Я жила с ними в 10 лет. Значит, приехала я в 9 класс сюда и закончила пока 9-10 институт. Всегда чувствовала ее доброту, ее душевность, ее материнскую ласку. Была она для меня и мамой, и подругой. Ну, ее любили, Нору. Она не показывала, что она москвичка, что она такой, в ней не было высокомерия. Она была добрая, простая. Я сидела на концерте, сейчас на последнем. Конечно, у меня все впереди, это все перед глазами. Там и на сцене я и Нору вижу, и Анатолия Васильевича вижу, молодых. Да, и эти песни рождались при мне. Сколько там трудов вложено, столько здоровья дано. Там с утра, как встанет Анатолий Васильевич, значит, примет душ, все. Он, конечно, садился за пианино. Это было его... Он мог целыми днями сидеть за пианино. Вот. Это было и днем, и утром, и днем, и ночью, и вечером, до поздней ночи. Там всякая музыка рождалась. Все, это его, конечно, это его жизнь. Теперь у него другой период жизни должен быть. Уже там тоже это интересная жизнь. Самое главное, чтобы он принял это, да, но он еще смириться никак, это ему очень сложно это. Вот. Но это любому человеку сложно, даже простому, да, а ему тем более, конечно, это. Тональность какая была у нас? Поехали. Та-та-та, та-та-та, та-та. Много есть тут хуторов, есть девушки хваленые, мне пришлось по душе, у ней глаза зеленые. Эй, тя-ра-ра-ра, 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 эй, тя-ра-ра-ра, тя-ра-ра-ра, тя-ра-ра-ра. Рвется в этот хуторок моя душа влюбленная, там малиновый платок, очи там зеленые. Рвется в этот хуторок моя душа влюбленная, там малиновый платок, очи там зеленые. Эй, тя-ра-ра-ра, 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 эй, тя-ра-ра-ра, тя-ра-ра-ра, тя-ра-ра-ра. Время знать не славу, звать сердитому Перконину, ох, как не прозевай вы мне. Глаза ее зеленые, эй, тя-ра-ра-ра, 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 эй, тя-ра-ра-ра, 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 ра-ра-ра, 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 эй! Шел дыш, милянку, я стріляну, я спусок кадиш, лайзавать мислиш, чи вірно, що м'яси солен можеш.